Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы продолжаем круглый стол, который у нас называется «Абхазская культура в контексте национальной безопасности». Напомню, что этот круглый стол в такой свободной форме, которую мы проводим, тем не менее имеет определенный регламент. Каждая наша встреча начинается с сообщения одного из участников этого круглого стола. Вот на первом как раз круглом столе, Олег Несторович, вы делали нам сообщение, потом мы обсуждали. Сегодня спикер у нас писатель Даур Начкебе. Его сообщение называется «Феномен абхазской культуры». Даур, предоставляю вам слово. Я боюсь, что в моем выступлении не будет. У нас вообще заявлено, это научно-практический семинар. Боюсь, что у меня не будет ни научности строгой, ни практической пользы тоже, боюсь, не будет. Чем это вызвано? У нас здесь философ, теолог, а я как бы не занимаюсь наукой и строгой, никогда не занимался. Только. Я свободный художник, да, поэтому я предпочитаю какое-то такое свободное рассуждение, попытка найти какие-то связи между явлениями, которые всем нам здесь присутствующим известны. Я долго думал, как мне подойти к этой теме, она очень фундаментальная. Олег Несторович по этому поводу написал, я считаю, выдающийся труд «Абхазия на рубеже». 10 лет назад ваш труд, монография. Там сказано почти все, что нам надо знать об абхазской культуре, о ее особенностях и состоянии нашего общества, нашей страны на данном историческом этапе. Поэтому я к этому добавить я ничего не смогу, наверное, ну и повторять было бы не совсем. Я пытался свою такую маленькую лепту внести, просто свободно рассуждая. Ну, когда мы говорим о культуре вообще, об абхазской, в частности, главные вопросы мы вопрошаем себя. Вот вопрос стоит так. Древний абхазский народ сегодня имеет свое государство, он малочисленный, и территория нашей страны небольшая, даже, можно сказать, маленькая, но он обладает одним из самых сложных и древних языков. Как это произошло? Абхазы, на мой взгляд, создали очень большую культуру. В Абхазии есть песни, танцы, есть сказки, легенды, нартовский эпос. Это плоды большого творческого дарования и большого интеллектуального напряжения и большого ума, я так считаю. И при том, что мы, в общем-то, в сравнении с другими народами малочисленны. Значит, какая-то энергетика была, значит, в этом народе, и которая вот так вылилась. Я не знаю прекраснее нартовского эпоса. И как логичное следствие этого у нас есть великолепная литература сегодня. Значит, коротко, что было, какие вопросы мы ставим? Что было главным в жизни абхаза? Ставил ли он перед собой какую-то сверхзадачу
с которой соизмерял свои поступки и действия, более широко смысл своего существования. Или же он просто жил изо дня в день, не загружая себя отвлеченными рассуждениями, а весь уйдя в решение насущных проблем своего жизнеустройства. То есть в быт. И тут я в кавычках делаю такую ремарку. Последнее, то есть уход в быт, занятие, как бы сказать, в кавычках, неизменным трудом, никак не отнесешь к Абхазу. Он меньше всего в своей истории и в своей жизни был озабочен бытом. Он сформулировал как бы свою главную задачу так: человек рожден для славы, для доброй славы, имеется в виду. То есть мы спрашиваем, что было главным в нашей жизни, что нам позволило. Наш же семинар называется «Абхазская культура в контексте национальной безопасности». То есть, что было такое в абхазах, что они придумали, чтобы сохраниться и обеспечить свою безопасность. И во что это потом вылилось. Я думаю, что основой нашей культуры является апсура. Апсура пхара и хаданы и хаму скуянагу. Ну, здесь, конечно, встает риторический вопрос, может быть, в некотором роде, что было раньше, яйцо или курица. В том плане, что, а может, апсура — это итог нашей культуры. Скажем, сейчас определить это, наверное, невозможно, что зачем следует. Но мне кажется, что, наверное, культура возникает из того, как тот или иной народ понимает и принимает мир. Апсура, на мой взгляд, итог того, как абхазы понимают и принимают мир. Поэтому, скорее всего, апсура есть то, из чего возникла, мне кажется, наша культура, в общем-то. Дать определение апсура довольно сложно, мы еще не смогли артикулировать его. Наверное, апсура состоит из разных пластов. Говоря языком математики, есть первое приближение, второе, третье. На поверхности, видимое всеми, абхазский этикет. И мы сегодня, говоря об апсура, как правило, только его имеем в виду, этикет. Как ведет себя абхаз в той или иной жизненной ситуации. Но смысл такого поведения абхаза мы еще не уяснили. Не уяснили жизненной философии, которая лежит в основе такого поведения. Мне так кажется. Ну почему абхазы там? Человек зашел, он встал. Что за этим? Уважение, конечно. Вообще-то абхазская культура очень человечная. Она гуманистическая культура. Достоинство человека абхазская культура ставит превыше всего. У абхазов есть поговорка: хорошая собака не лает на женщину. Это отношение к женщине. Мужчина и женщина — это люди. Человек как женщина, другой человека как ветер. Такого не было у абхазов. Женщины и мужчины были совершенно равноправные субъекты абхазского общества. Мы говорим, говоря об апсуре, пока наши рассуждения, опять повторюсь, останавливаются только на первое приближение, это этикет, как себя ведут абхазы. Дальнейшие свои рассуждения я хочу начать с простого. Наверное, вообще закон природы, да, от простого к сложному. Мы так привыкли, нас учили так. Наверное, может быть, при более пристальном взгляде в суть вещей, проникновение в суть вещей, наверное, может быть наоборот, наверное, было что-то нечто сложное, а потом оно стало упрощаться. Но я, как ученик советской школы и советской философии, нас учили, что развитие природы идет от простого к сложному. Я это использовал. Я хочу начать с абхазского застолья, всеми нами любимого, высоко ценимого.
Тут есть, да, тут есть, может быть, некоторый подвох, но вы потом поймете. Нельзя отрицать, что в Апсора большую роль играет застолье абхазское. Застолье наше, я имею в виду массовые застолья, когда совершали свадьбы или же там похороны, когда много людей сидели за столом, там 200, 300, 500 человек, и совершали этот ритуал застолья. Застолье наше не просто приятное или отягощенное горем. Приятно, если свадьба, там веселье, или отягощенное горем, если смерть кого-то, времяпрепровождение за вином и неспешным разговором. Разумеется, это присутствует и времяпрепровождение, и вино, и разговор. Но ведь и простые застолья, когда собираются друзья, родственники, соседи, почти один в один повторяют то, что происходит в большом застолье. Я имею в виду что? Я имею в виду, как происходит этот ритуал. Абхазское застолье сложно структурировано, как и наше общество в целом. Одновременно является и ритуалом, и культурным действием, и неким социальным регулятором взаимоотношений как отдельных людей, так и целых групп, даже кланов. Вражда, конфликты, которые возникали между разными фамилиями там, или отдельными личностями, обычно регулировались, но точку в этом регулировании в примирении ставило застолье. Это, конечно, идет из глубочайшей древности. Абхазы начали пить вино, наверное, одновременно с греками почти, так? 2500-3000 лет тому назад. И тогда, когда собирались, они собирались, может быть, вначале, чтобы выпить, повеселиться, но потом это застолье приобрело более глубокий смысл, на мой взгляд. Мне кажется, что наше застолье сродни где-то и к омланию, цель которого – коллективное приобщение к высшим в понимании абхазов ценностям. Абхазское застолье, и это очевидно, демонстрирует некую иерархию этих ценностей. Каковы они, ценности Абхаза, явленные в абхазском застолье, потом закрепившиеся в его культурном коде? Давайте вспомним 3 первых тоста, которые произносит тамада по отдельности. Это главное в нашем застолье, на мой взгляд. Первый тост. Визгивдруй танцвила. И вообще застолье это, на котором мы выросли, в хорошем смысле этого слова. Мое поколение, во всяком случае, мы с детства это воспринимали с большим интересом. И раньше, в мое детство, хотя они такое уже и древние, они происходили иначе, честно скажем. Это было очень интересное, очень глубокое, очень достойное зрелище, как пили и что говорили за столом абхазы. Даже когда 3 человека сидят или 5 человек, и это тоже было наблюдать, за этим было жутко интересно. И обогащало. Первый тост, который произносит тамада отдельно, ни с чем его не... Ансулубха хат. Ну, а у губхаги уж ирхалот ансулубха губха хатха. Да благословит нас Бог. Буквально, что означает это слово? Одари нас, Боже, теплом равно светом, так тоже можно перевести, и теплом, светом своих очей, своих глаз, у губхахат, теплом, светом своего сердца. Второй тост. Иныхя зажлар. Да будет благословен народ. Третий. Иныхя запсна. Да будет благословенна Апсна, Абхазия. На мой взгляд, вот эти 3 тоста, преподнесенные как бы на бытовом уровне, обычное застолье, вроде бы, где едят, пьют,
как бы низменная часть человеческого существа, а на самом деле они наполнены глубочайшим смыслом. И если даже трое соберутся, они начнут с этого. Нас айбишашта хяцлаз вдруг это райта хазр зихан. Ахави хазуб он их нас чазна хабарт хпас ванала. Абри харах и чусказ. Харах культура шата сирым опху скуяна гудса. То есть три, можно сказать, кита, на которых стоит миропонимание абхаза. Главные ценности для него – это Бог, это народ, и это родина его земля. Теперь я хочу немножко эти тезисы чуть-чуть расширить. Как я как модератор обязан заранее предупреждать. У вас еще ровно 10 минут. Да, я сейчас быстренько пробегу. Вот насчет Бога, я не думаю, что это всего-навсего фигура речи, чтобы задобрить высшие силы, или же, на всякий случай, как советовал Паскаль, вы прекрасно знаете. Тост этот говорит о глубокой религиозности абхазов, и не просто религиозности. Веру в Бога они, видимо, считали самым важным в человеке, тем, что делает человека человеком. Но здесь присутствуют теологи, и они, конечно, эту тему разовьют гораздо лучше меня. Второе – народ. Традиционное абхазское общество стояло на крепком фундаменте взаимопомощи, можно сказать, коллективизме. При этом не было нивелирования личности. Народ состоял не из безликих людей, а каждый был личность. Но это единство, дальше я скажу об этом, наша малочисленность, размеры нашей страны всегда располагали к ощущению жизни в единой семье, под одной крышей в одном доме. Абхаз чувствовал себя равноправным и равноценным членом дружного союза и всегда имел возможность убедиться в искреннем соучастии и сочувствии остальных к себе. Жизнь была скреплена обязательными нормами, надежность, незыблемость которых регулярно подтверждалась реальностью. Потому абхазы, это единственный народ, ставили так высоко после Бога. Как всемогущий Бог, народ для абхаза был гарантией безопасности и продолжения его истории. При этом народ, народ было динамичное единство, не склонное к стадности. Вот очень важный момент, мне кажется. В каждом абхазе жил дух независимости и здравый скепсис. Этот дух независимости не позволял абхазу присягнуть в верности навсегда, бессрочно, сейчас модное слово, какому-нибудь лицу, вождю или доктрине, скажем, коммунистической. А если присягал, то, как правило, абхаз спешил нарушить эту присягу, и мы имеем много примеров исторических того, что абхазы, что с высоты сегодняшней морали мы воспринимаем как предательство, а было на самом деле лишь избавлением от тяготящего, порабощающего слова, что, в общем-то, и позволило нам, как бы это ни звучало парадоксально, самосохраниться до сегодняшних дней. Дух наш оказался цепким и гибким. Его достоинства и недостатки уравновешивают друг друга и являются продолжением друг друга. Третье. Каждый человек любит свою родину. Это общепризнанная аксиома. Но я утверждаю, что у абхазов особое, пронзительно трепетное, самозабвенное отношение к своей маленькой стране. Может, потому что она маленькая, и что она на своем историческом пути пережила так много страданий. И у нас и к своему народу тоже такое же отношение. Потому так болезненно реагируем на всякие посягательства на нее в той или иной форме. Доказательством тому, если брать ближайшие по времени события, это возбудоражившее все наше общество нешуточная далеко проблема с государством Пицунда. Абхазия для нас не только дом, в котором мы хотели бы жить всегда, желательно вечно. И это священная для нас земля,
с вытекающим отсюда религиозным, я бы сказал, настроем наших душ в вопросе Родины. Вот, на мой взгляд, самые главные ценности, которые абхаз считает, что, придерживаясь их, он сможет, что он защищен, что он сможет сохраниться, если он будет верить в Бога, если он будет верить в свой народ, если он будет верить в свою Родину. Если он будет любить Бога, если он будет любить свой народ, если он будет любить свою Родину. Для абхаза это три кита, главные опоры его безопасного существования, три главные гарантии того, что история под названием «История Абхазии и абхазского народа» будет и дальше иметь продолжение. Бог, народ, Абхазия. У русских, если помните, был лозунг «Царская Россия». За веру, царя и отечества. Да. Православие. Да. Самодержавие. Народность. Народность, да. У нас было немножко по-другому. Мы не можем быть державой, тем более самодержавие у нас невозможно абсолютно. При нашем духе независимости, это пускай никто не обманывает себя тем, кстати, первая формулировка тоже у нас не подходит, потому что мы всегда открыты, конфессионально более мирные. Да, это тоже не подходит. Да. Потом еще кто-то добавлял там армии и так далее, это тоже не подходит. Мы не можем быть, не станем, наверное, великой военной державой. И вот для нас вот это... Ну, кто-то может покоробить, что как бы, застолье, обычное застолье. Мы видим много фильмов, скажем, как себя вели в средневековой Европе, какие у них были застолья. Вы же прекрасно знаете историю. Да, я могу просто дополнить, что большая часть истории народов и человечества проходила за застольями. Застольем, конечно. Вот рыцари круглого стола, король Артур, и так, это же за столом происходило все. Но при этом, конечно, они общались, они что-то ели, что-то пили, но это вообще культура человеческая. Да, но она и вытекает из того, что человек единственное существо, способное общаться. Общаться, да. И это было общение, в первую очередь. Даже более того, сакрализация того, что у нас общение с Богом. Вот отец Дорофей каждый раз за литургией стоит перед святой трапезой. Да. Трапеза, да. Это все, да. Вот вы дополняете точно то, что я как-то интуитивно... Совершенно верно. Да. Поэтому застолье наше, оно... полно глубочайшего смысла. Это было необычное застолье. И тамада это был демиург в некотором роде. И тамада это же человек, который должен был быть оратором, в совершенстве знать абхазский язык, все его нюансы. Он должен был быть и чувством юмора. Он должен был иметь выдающуюся память, потому что он всех, почти всех, да, он должен был их родню знать, их историю этих родов. Но это была выдающаяся личность, которую в устной форме, из устной формы он доносил традиции, которые были раньше. Мы дети Аюнахатса, Ханхучкваз, мы же Аюханахавон, а мы из разину в рот смотрели на то, что они говорили. При этом какое достоинство они проявляли, какое уважение, сколько гуманизма в этих тостах, когда только хорошее говорится, только хорошее желается. Если этот человек очень достойный, там не было лицемерия, по большому счету. Это все, это было... Человека возвышали человека, ему давали авансом. Может быть, он не был таким, скажем, но ему желали. Если он не был таким, то тамада приглушал его достоинства нынешние, но пожелания были еще в большей мере, чтобы как бы ориентир для него и для его родных, кто это слышал. Я
Я вот на этом заканчиваю. Спасибо большое. Спасибо за внимание. На самом деле, Олег Несторович, очень интересно я думаю, что по поводу феномена абхазской культуры. Теперь каждый из нас выскажет, значит, свое видение и комментарий к тому, что мы сегодня услышали. Ну, позвольте, я вот тоже сделал несколько пометок здесь. Вот вы сказали, значит, древнейший народ. Да? Древнейший народ абхазский уже подразумевает автоматически огромный пласт разнообразной культуры. Вот вы говорили о том, что вот нардский эпос, фольклор, да, сказки, которые, собственно говоря, потом сформировали и абхазскую литературу, да, в конечном итоге. Но здесь бы я хотел бы отметить еще один маленький такой пример, как вы совершенно точно заметили, бытовой культуры, которая, к сожалению, в наше время потихонечку тоже уходит. Хотя она с точки зрения национальной безопасности очень важна. Я имею в виду, мы всегда очень легко отличаем, значит, место, где живет абхазец. Апсудаханхо и разник и удерот. Особенно, когда уже Абхазия стала многонациональной, не надо было нам объяснять, что в этом дворе живет абхазец. Мы только, смотря сдалека, сразу понимали, есть ли у этого человека огромный двор, идеально чистый. С точки зрения современного восприятия, да, реалий, это пустая трата земель и расточительство, да. Но если мы сравним, например, с владениями, с замками аристократов, значит, Англии, да, французских аристократов, ведь это ничем они не уступали. Единственное, что, к сожалению, в отличие от тех аристократов, абхазской знати не давали возможность развития этих замков, да, и их расширению. Все время война сносила, они заново строили. Но это, с моей точки зрения, показатель огромной культуры народа, когда человек воспринимает окружающий его мир не только как ресурс для существования, но ее воспринимает как некую эстетику, некую красоту, необходимую в его жизни. Вот. И второй момент, еще хочу заметить такую вещь очень удивительную. Вот вы сказали «Анцюб хахамазр», да, с Божьего благословения. Кстати сказать, если мы сравним, вот просто какой-нибудь студент возьмет, например, и сделает маленькое сообщение, с каких тостов начинается застолье у разных народов. Да. Я вас уверяю, что с такого тоста навряд ли мы у кого-либо найдем. Чаще всего, по крайней мере в современном практике, мы услышим «будьте здоровы», «будем здоровы» и так далее. А начало с этого тоста, помимо религиозной стороны, это отдельная тема, есть один удивительный факт. То есть мы самому высшему идеалу и устремлению человека придаем очень важное значение. То есть не каким-то земным критериям мы себя сравниваем и хотим этому подражать или иметь здоровье или какие-то материальные блага. А мы совершенно, простите, что я так говорю, порой очень отвлеченными, как сказали бы в наше время, идеями. Личные цены, да, личность. Да, вот это, мне кажется, очень важный момент. Потом, конечно, уже как более профессиональный в этнографии хочу вам сказать, что, конечно, порядок тостов, он разный. До сегодняшнего дня его следование немножко разное в разных регионах Абхазии, но, безусловно, согласен с вами с тем, что три вот этих тоста особо выделяются. И вот здесь еще один момент, на который я хочу обратить внимание. Когда-то, Герман хорошо помнит, один из профессоров Московской духовной академии, Алексей Иванович Герман, ты помнишь, патролог, мы сидим 40 человек в аудитории, он вдруг говорит, а он много раз отдыхал в советское время в Абхазии. Он хороший, профессиональный советский историк был. И он говорит, вы знаете, говорит отец Дорофей, я поражаюсь, говорит, абхазскими застольями. Я говорю, а в чем как бы причина? Он говорит, вот с точки зрения христианства, он говорит, и с точки зрения теологии, с точки зрения учения лучших учителей церкви, очень важно попытаться в каждом человеке увидеть что-то позитивное.
Даже если никто ничего позитивного в нем не находит, вот, попытка увидеть что-то, говорит, это, я, говорит, поражался за вашими застольями. И я вот действительно подумал над этим, задумался над этим. Вы обратите внимание, что мы никогда за абхазскими застольями никого не ругаем. Да, мы можем поучать, мы можем наставлять, но мы никогда какие-то негативные качества человека, это непозволительно. А это что означает? Это же поразительная вещь. То есть человек, слушающий, за которого поднимают тост и говорят порой нам кажущиеся чрезмерно красивые слова, пафосные слова, неправильные, несоответствующие действительные слова, но на самом деле слушающему дается возможность снова стать человеком с большой буквы. Вот идеал абхазства, да, Апсуара. Все эти бесконечные, то, что вы говорили, примирения, дать возможность сначала начать свою жизнь, даже обратите внимание, при самых страшных преступлениях, абхазы не лишали жизни человека. Они могли его сказать, уходцу цару, куда-то переселиться, но это снова дается возможность, шанс ему, начать сначала. По поводу народа, вот здесь я тоже хочу сказать, в том порядке, как вы сказали, вот, по поводу народа. Вот тут есть один момент, который мы, к сожалению, в наше время, может быть, иногда упускаем. Абхазы за столем всегда говорят после должных слов в отношении абхазского народа, они говорят «Ажларпа, адунейку, ярланахас». То есть, с одной стороны, вот это индивидуальный подход, мы подчеркиваем, что мы с древний народ, со своей культурой, со своим видом. И с другой стороны, универсальный. Понимаете? То есть мы не воспринимаем себя как очень много затерянных племен и народов, которые полагают, что кроме них никого нет в мире. Да? А наоборот, даже мы очень были чрезмерно, мы говорили на предшествующем как раз семинаре, мы открыты даже для других культур, цивилизаций, народов. И, наконец, по поводу страны Апсна. Вы затронули тему Пицунды, передачи земельных угодий и так далее. Я тоже по этому поводу высказывался, я тоже ни в коем случае все это не поддерживаю. Единственное, к этому, что хочу добавить. За абхазским застольем, особенно в присутствии гостей, мы любим хвалиться тем, что эта земля была оставлена Господу самому себе, и за наше гостеприимство было отдано нашему народу. Вот этот постулат означает, что некую избранность, да, абхазов, с одной стороны, но вот эту избранность мы видим, эту гордость мы видим, но мы не видим вторую сторону, да, обратную сторону монеты. Если Господь Всевышний дал нам ту землю, которую Он себе оставил, какая должна быть у нас ответственность? Величайшая. Какая у нас должна быть ответственность? И можем ли мы, в зависимости от ситуации, от каких-то бытовых вещей, налево-направо, разбрасывать этой землей, если она изначально, я не скрою, честно вам скажу, понятно, что каждый человек любит свою родину, понятно, что у каждого для него родина самая прекрасная, но, слава Богу, мне тоже приходилось видеть мир, сосредоточение вот такой красоты, моря, гор, зелени, о той же Пицунде мы говорим, мы же прекрасно с вами знаем, что это уникальная сосна, которая там растет, и мы аналогов в других местах в мире не имеем. Но это, сосну не мы с вами породили, да, абхазы, не мы, селекционно выводились с тем, чтобы создать что-то. Это Господь нам дал. Значит, мне кажется, должна быть ответственность. Единственное, в чем, абхазская культура очень высоко стоит, мы никогда не считали, что эта земля только должна служить для нас. Мы так не считали. И люди, которые сюда приезжали и живут, и сегодня живут с нами, в равной степени мы всегда относились. Единственное, что мы всегда болезненно реагировали, не только потому, что у нас другой родины нету, да,
Не только потому, что нам некуда больше податься, да? Не только потому, что эти ресурсы нам приносят какие-то блага, но, еще раз повторяю, сакрализация. Говоря о сакрализация. А сакрализация, я в своем докладе тоже об этом буду говорить, но просто предваряя, скажу, что Пола Гарб, она заметила следующую вещь. Перед человечеством сегодня стоит экологическая катастрофа, да? И человечество пока не знает, каким способом, значит, спасти людей вместе с этой средой обитания. Ну, начали зеленые, значит, электроэнергия, все такое. Ну, мы видим в Германии, чем все это закончилось, и в остальных странах. А она отметила, что абхазы давно уже выработали, значит, через вот это сакральное восприятие обитания своей среды, они спасали и дальше будут спасать. Другое дело, что не только другие люди, приходящие к нам, но мы с вами, Даур, уже потеряли эту некую сакрализацию, сакральное. А сакральное означает прекрасное русское слово благоговейное отношение к природе, которая нас окружает. Олег Несторович, я хочу, чтобы вы... Спасибо. Я прежде всего я буду откликаться от Даура и от того, что отец Дорофей говорил. Но прежде всего я хотел бы заметить, что был такой знаменитый антрополог в 20 веке голландский, Хейзинга. Он изучал культуру малочисленных народов. И не случайно он обратился к феномену культуры малочисленного народа, потому что именно такие культуры наиболее рельефно высвечивают все нюансы, детали культуры больших народов. Все культуры похожи друг на друга. Но культура малочисленного народа концентрирована гораздо больше, чем культура многочисленных народов. Тем более абхазская культура, она горская культура по своей типологии. Это природные условия, она на самом деле диктует человеку свои условия. Ему приходится приспосабливаться, адаптироваться к этим условиям. И что хочу сказать, это непростые условия. Непростые условия. Обратите внимание, как писал Чехов об абхазах. Значит, когда он в Абхазии был и отдыхал там, кажется, в Афоне, он это заметил, что вон ленивые абхазы появились. Ему показалась походка абхазов как показатель черта ленивости. Это писатель, конечно, на Кавказе редко бывал, пожалуй, может быть, первый раз бывал, и он не знал, как природа влияет даже на походку человека. Ибо на равнине он быстрее идет, а в условиях гор ему приходится экономить энергию, ибо он вечно находится в пространственном движении по вертикали. То поднимается, то спускается. Значит, ему нужно экономить эту энергию, и потому мы медленно ходим. Соразмерно этой природы. От природы зависим. Теперь Даур правильно говорил о том, что, вот, скажем, как абхазы обращаются к Богу. И до этого еще замечу, что вообще человек живет как человек, когда он живет по законам и нормам культуры. Если он перестал жить по нормам культуры, он превращается в какое-то другое существо. И сама культура живет, пока жив ее носитель. Они очень взаимозависимы. И друг без друга не бывают.
Это показывает, кстати говоря, как нельзя лучше сейчас война, которая идет на Украине. И процессы, которые происходят, имеем возможность наблюдать, что происходит на Западе. Это другая матрица жизни человека, которая не имеет отношения к культуре. Культура – это прежде всего духовность. Человек тем и отличается от других живых существ тем, что он является духовным существом. Здесь богословие и философия полностью совпадают. Не то, что перекликаются, полностью совпадают. Более того, вот то, что Даур говорил относительно первого тоста, здесь тоже и богословие, и философия, и антропология совпадают. Да, более чем совпадают. Дело не в персоне в Бога, а там немножко смысловая нагрузка другая. Какая? Человек живет в относительном мире, и он не может в подсознании не ощущать свою относительность, свою зависимость, не может не ощущать. Может быть, рационально он не осознает, но интуитивно это ощущение присутствует, в подсознании присутствует. Это было отмечено великими учеными, антропологами, психологами и так далее, не только в 20 веке, и в 19 веке, да и в наш век тем более. Значит, вот это ощущение, оно не только играет отрицательную роль, но играет и положительную роль. Одновременно играет положительную роль, потому что заставляет человека думать. Олег Естович, вот. То есть, это что было отмечено антропологами, Мирча и Ляди в частности, что у человека в мозгу, оказывается, запланирован или как бы код ощущения присутствия высших сил. Если учёрёвыз анца хайхазымчу. Хайхазымчу. Да, конечно. Анца это как хайхазымчу. Значит, он осознает, что он зависим. Да, что он зависим. И, естественно, не может к нему не питать сакральные чувства, о чем говорил отец Дорофей. Не может этого чувствовать. Здесь, я еще раз повторяю, и философия, и богословие совпадают. Значит, дело-то в том, что культура тоже заботится о человеке, и очень заботится очень осторожно, очень внимательно культура следит за человеком, чтобы он не навредил себе. И потому устанавливает такие нормы, и такие ценности, и так далее, он не навредил. И кроме того, культура хорошо понимает, что человек не тот, которого она хотела бы видеть. И богословие то же самое. Человек не тот. А культура устремлена, как и богословие, устремлена к тому, чтобы человек стал таким, каким он должен быть. По крайней мере, приблизился. Да, туда был направлен. Значит, в культуру, то есть и в философии, и в антропологии, и в богословии, везде они направлены на то, чтобы человек, реально живущий человек, он склонен нарушать правила и нормы, в том числе и религиозные церковные нормы. Он склонен нарушать, даже и верующий, и то часто нарушает. Но за это они могут и наказывать, порицать. То есть юридические законы не могут наказывать, но и в культуре, и в богословии есть система поощрений и порицаний. И там, и здесь. И самое главное, понимаете, Олег Несторович, самопорицание очень важно. Естественно, здесь я согласен с вами, что когда мы говорим о культуре так, это вовсе не значит, что культура сама, она какая-то самостоятельная, какая-то внешняя сила.
Никакой внешней силы в лице культуры и цивилизации мы найти не можем. Мы найти не можем. Это делают сами люди. Сами люди. Вот в этом плане Хайзингер, несомненно, прав. В абхазском обществе это видно четко. И Пола Гарби это тоже увидела. Если абхазские нормы нарушаются, какая культура замечает? Никакая культура. Сами люди это замечают. Сами люди и поощряют, и порицают. Значит, когда английский разведчик в XIX веке побывал на Кавказе во время войны и посмотрел, как горцы живут здесь, он ужаснулся. Боже мой, что это за народы, что это за люди, у которых нет ни вооруженной армии, нет ни полиции, ни прокуратуры, ни тюрем, нет налогов. Люди, говорят, живут совместно, и сами они знают границу своей свободы. Идеал коммунизма. Да, да. То есть это вот, это Джеймс Белл был. Вот да. Значит, это опубликованные труды, опубликованные. Значит, это говорит о том, что здесь в данном случае сам природный фактор и в моральной сфере работает. Значит, в этих условиях не нужно было, значит, скажем, то или иное соблюдать. Но возвращаясь вот к современности, на мой взгляд, мы сегодня находимся в очень критической ситуации. Когда наша культура, абхазская культура, когда она не функционирует, ею сегодня абхаз жить не может. Не потому, что мы не хотим, не потому, что мы отрицаем, а мы просто не можем. И абхазы уже переходят, они в процессе перехода от одной культурной матрицы и неизвестно к какой матрице. В этой ситуации мы сегодня оказались. И завершая, я и без того, видимо, затянул время. Да, завершая, хочу сказать, что именно эта проблема культуры и человека в современном мире, в современное время ныне стала проблемой номер один. В мировом масштабе. Это не только у нас это происходит здесь, в Абхазии. Это происходит во всем мире. Универсальная проблема. Это универсальное явление, универсальная проблема. Но что-то можно сделать. Мы же теперь уже не изолированы, как раньше. Да. Мы в открытом пространстве, где ветер дует со всех сторон. На сквозняке мы сидим. Мы можем простудиться очень сильно и заразиться всем чем угодно. Правильно. И никто не контролирует нас. Культура не может, богословие не может. Вы видите, что в сфере веры что происходит. Да, человек же без веры существовать не может, верно? Даже и тот же Сократ говорил, в истину надо верить, она недостижима. И Бог недостижим, но в Него надо верить. А когда человек верит, он существует. Это чрезвычайно важный фактор. Так что спасибо большое, что вы подняли такие проблемы сегодня. Олег Несторович, прежде чем я сейчас предоставлю слово Герману, я бы хотел бы маленькую ремарочку сделать по поводу того, что вы сказали. Раз мы говорим об о феномене абхазской культуры, именно это сообщение сегодня у нас было, вы сказали, что горская культура. Вот тут я немножко не согласен с вами в каком смысле. Мы очень сильно абхазы, при том, что мы являемся, значит, частью кавказской культуры, частью кавказских этносов, да, и языковое, и культурное происхождение наше все подтверждается в этом отношении. Но наличие моря в нашей среде обитания
колоссально нас отличает даже от наших близких северокавказских братьев. В свое время Геродот воспринимал Черное море, которое он называл Эвксинус Понтус, он его воспринимал продолжением Средиземноморья, простите. То есть, другими словами, вот это море, это невероятное расширение кругозора абхазов, и это в равной степени отражается в нашей культуре. И вторая ремарка касается, вот вы сказали, привели Украину, война и культура. Вот просто возьмите, сейчас же все доступно в интернете, просто возьмите, вот послушайте все записи с боевых действий, либо с мест бомбежки, либо каких-то других последствий всего того, что там происходит. Вы знаете, я был шокирован бесконечным матом, который мы слышим из уст всех, от мала до велика, от военных, женщин и детей. И сравните с кадрами войны Абхазии, которые, значит, 30 лет тому назад, и понятно, человек есть человек, где-то что-то выскакивал, но это же, Олег Несторович, это же потеря даже, это не важно, что война, трагедия. При войне и при трагедии человек все равно сохраняет свои человеческие качества. И вот маленький пример полной потери культуры, когда человек свою боль, свое страдание или иное чувство не может выразить нормальным человеческим языком. Герман. Да. Прежде чем он нам скажет, я, конечно, не отрицаю связь. Изолированные культуры вообще не бывает. И те же северокавказские народы, с которыми у нас есть различия, да, они тоже соприкасались с равнинными народами туда. Равнинные народы влияли на них, а на нас влияли морские народы. Также горские народы, они не изолированы никакими границами. Возьмите народы в Гомбе. Прошу прощения, просто разница в том, что цивилизация шла отсюда. Цивилизация – это не культура. По-моему, как я понимаю, тем более, как сегодня трактуется, цивилизация – это совершенно другое явление. Это связано с материальным производством. А культура – это духовное производство. Да. А в цивилизации нет там культуры, там духовности нет, там капитал. Да. Спасибо, я извиняюсь. Два слова хочу сказать, пока Герман не обсудит. Здесь затрагивался Чехов. Чехов, конечно, большой писатель, это нельзя отрицать, но Чехов не Толстой, при всем при том. Я думаю, что Толстой такой фразы не написал бы никогда. А Чехов никогда не смог бы написать Хаджи Мурата. Для меня это очевидная истина. Чехов был, скорее, как турист, любопытствующий, и он ничего не понял в Абхазии, не в абхазах. Земля, мы говорим, абхазская земля была щедрая. И это позволило в абхазском народе не развиться духу чистогана, накопительства. Потом они были уверены в своем народе, сплоченность этого народа, и страха нужды и страха перед будущим у абхазов, мне кажется, в бытовом таком отношении не было, этого не было. И это располагало, конечно, к созерцательности. А созерцательность Чехов ошибочно воспринял как леность. Вообще я не согласен с тезисом научного коммунизма, что труд создал человека. Мне кажется, что все же не труд создал человека, а созерцание, размышления сделали человека, на мой взгляд, в большей степени, чем труд. Потом у абхазов усердие в труде вообще-то порицалось. Называли его жрущим землю, кто проявлял чрезмерное усердие в труде, кто и день, и ночь занимался тем, что трудился. Было общество. Да, трудился. Да. Вместо того, чтобы проводить жизнь в созерцании, в размышлениях за хорошим столом,
вольных рассуждениях о смысле жизни, о Боге, о Родине и так далее. А он там брал это сам мотыгу и день и ночь. Это Александр Чачба, наш великий художник, вот говорил так. Вы все помните, конечно, но я еще раз хочу напомнить вам. Мы живем среди народа с красивыми древними обычаями, с большой красивой внутренней душевной культурой. Я представляю себе их абхазов стройных, ловких, очень вежливых, с большим достоинством, молчаливых, умеренных во всем, стойких и твердых. В этом вся наша культура. Все правильно. Все правильно. Герман. Ну, прежде всего, Даур Капитонович, вот эти интеллектуальные интуиции, с которыми вы сегодня поделились с нами, да, они, каждая из них в отдельности, как тема, тянет на монографию. Поэтому я думаю, в условиях наших, да, очень таких рамок достаточно ограниченных, как-то вот отреагировать на них вот сейчас будет немножко сложновато, но определенные акценты мы уже расставили. Вот и отец Дорофей, и Олег Несторович. Абсолютно с чем можно согласиться, это с тем, что, безусловно, абхазское общество было открытым. Вот у отца Дорофея по этому поводу есть, кажется, в Фейсбуке, он поделился своими размышлениями. Не загоняйте нас в пещеру, в пещеру Абурскила и не представляйте нашу культуру как нечто изолированное, как нечто то, что не подвержено было влиянию извне и, как это ни странно, и не влияло на других. Такого, конечно, никогда не было. Прежде всего, мы должны согласиться с тем, что говорит нам о культуре наука, то есть о происхождении культуры, физиогенном и социогенном происхождении. Вот эта вот двойственность, она накладывает отпечаток на все то, что мы сейчас наблюдаем. Если отпечатки физиогенного, вот того, что мы взяли из природы, достаточно сложно сейчас эксплицировать, то то, что социум нам предлагает и как мы формируемся в условиях социума, это как раз все то, что вы сегодня вот в своем труде обозначили. Безусловно, влияние, вообще говорить о том, что это моя культура или культура моего народа, достаточно сложно, потому что, наверное, культура — это то, что человек отражает, а не просто там демонстрирует, манифестирует или еще что-то, отражает, воспринимая. Вот это мы можем назвать культурой. И поэтому в этом отношении, конечно, ни о какого рода изоляции говорить не приходится. Культура в то же время представляется как нечто пульсирующее, нечто динамичное, ни в коем случае не статичное, постоянно меняющееся и, естественно, меняющееся как под влиянием внешней среды, так и внутренних запросов. В этом отношении я бы хотел поделиться одним примером, которым когда-то поделился с отцом Дорофеем, еще когда мы были студентами, поскольку теология предполагает изучение Священного Писания, помимо Священного Писания еще и наследие религиозного других народов. А все мы с детства соприкасаемся, живя в Абхазии, вы сегодня говорили об Апсуара, вот с нашими поэтами, писателями, которые эту квинтэссенцию, да, отображают в своих трудах. И я бы хотел рассказать вот об этом случайно совершенно произведении, в котором столкнулся, будучи студентом. Есть такой еврейский сборник, который носит наименование «Агада». Это сборник притч или иносказаний, метафор. И он формировался где-то со II века до Рождества Христова, приблизительно по II-IV век после нашей эры. Для чего этот сборник существует? Это часть Талмуда, дополнение к той части Талмуда, которая занимается предписаниями, то есть законами. Евреи решили так, еврейский гений решил так. Мало просто написать предписание «делай так», «делай это» и так далее, ну как и во всех других народах. Что необходимо? Необходимо еще как-то иносказательно раскрыть и объяснить ученику, талмиду, как выполнять то или иное предписание. И вот для этого существуют такие нравственные легкие рассказы,
Один из них касается библейских персонажей. Все мы знаем, у нас на слуху Авраам, Исаак, Иаков, да, вот эти, как их называют, праотцы веры. Вот однажды Авраам отправляется навестить своего сына Исхака, и подъезжая к его, значит, шатру, там вот ограждение, все, дверь, его встречает невестка, да, получается, жена Исаака. Вот, он спешивается, она его заводит в дом, и он спрашивает, где Исхак, а куда-то там уехал. Вот где тут можно принять, сам Авраам принимал, показывал пример гостеприимства, путников принимал, омывал ноги. Где тут, ну, привяжи коня вот где хочешь, там к забору. Вот, а что можно перекусить, и, дескать, тоже вот это вот все. И, вы знаете, ну ничего из того, что мы традиционным восточным гостеприимством, да, тем более библейским, знаем, ничего не было проявлено. И бедный, значит, как это, тесть, да, свекор, да, получается, когда уже уезжает из этой семьи, он говорит, знаешь, передай, говорит, Исхаку, все у него замечательно, все у него хорошо, но вот дверь, говорит, вот эта калитка, говорит. Конечно, вот когда знакомишься с этим произведением, невольно из детства, да, всплывает новелла Михаила Лакербая, когда Шахан Купалба едет в дом своего друга Швагу, да, и говорит, его также встречает первая жена, и, кстати, там перекликается, потому что в следующий свой приезд Авраам уже встретила другая невестка. Здесь, конечно, была определенная тематика. Та, которая плохо встретила, она не принадлежала к их племени и роду, а вот та, которая встретила хорошо, это была из их племени и рода. Понятно, что таким образом, да, хотели они объяснить. Через сколько? 2 тысячелетия мы тот же самый текст обнаруживаем, сюжет, совершенно верно, едва ли не буквально, за исключением, там, если Шахана поменять на Авраама, у нас получается тот же самый сюжет. Этот сюжет, насколько известно, Лакербай не придумал. Да. Это в народе действительно. О том речь и идет, что культура и становление, конечно, нашего этноса, это не что-то такое, что происходит, как отец Дорофей сказал, в пещере Абрскива. Да? Мы не изолированы толстыми стенами пещеры, и вот нечто такое продуцируем из себя, и вот... Вы затронули очень интересный вопрос, что предпринимали абхазы, чтобы самосохраниться. Да? И вот вы говорили вот точно так же об этикете. И затронули совершенно вот интуитивно, очень верно сакральную трапезу. Точнее, просто трапезу, которая на самом деле для каждого человека, для каждого индивида является нечто сакральным. И именно потому, как говорит отец Дорофей, история идет фактически от трапезы к трапезе. Если мы посмотрим, да, это в учебниках, когда нам историки пишут, там был заключен тот-то трактат, этот договор. А каким образом они заключались, где они заключались? Это же не просто люди, которые там съехались и на лошадях о чем-то договорились. Всегда все договоры заключаются за столом. И поверьте, на этом столе стоят не просто ручки и не просто пергамент, когда эти договора заключаются. И ничего не изменилось по сей день. То есть, когда нам сегодня СМИ транслируют, простите, вот подписание определенного соглашения, когда, да, там, я не знаю, президенты США, там, России, крупных супердержав берут ручки, что-то. Перед этим серьезнейшая работа идет, и она отнюдь не только ручки предполагает. Почему? Потому что принятие пищи – это действительно для человека, вот в славянском языке слово «жизнь» и «живот» они одинаково звучат. Да? Это очень серьезная вещь. Пищу не разделяют с врагом. Мы это прекрасно знаем. Поэтому все примирения, естественно, вне застолья они не могут быть. Вот будьте там... Естественно, что... Совместный прием пищи очень сближает людей. Естественно, что когда происходило формирование института христианской церкви, то это прежде всего предполагалось и имелось в виду. И когда вы говорите о тостах,
которые сохранились в нашем обществе до сей поры и продолжают дальше транслироваться, да, застолья, то для нас с отцом Дорофеем, как и для всякого постоянного прихожанина храма, здесь нет ничего того, чтобы он не воспринял, поскольку все эти тосты, не только 3, которые вы, перекликаются с теми прошениями, которые священнослужитель совершает перед столом, святым только столом, святой трапезой, где у него тоже лежит хлеб и вино, вот эти сакральные составляющие. И ни одно богослужение православной церкви не начинается без воззвания к Творцу и Всевышнему. Тематически прошения могут быть разные, но они все подразумевают испрошение блага для народа, блага для этой земли и так далее. Хотя тематически действительно есть те, которые мы называем поминальными, есть те, которые мы называем заздравными, на всякую потребу и так далее, но все они очень тесно перекликаются вот с этой частью нашей культуры, которую вы обозначили как застолье. Это тоже надо учитывать. Кроме того, то, что вы подчеркнули, это вот на застольях стремление показать лучшие стороны человека. И возвысить его. Безусловно, что в той сакральной, ну, что у нас в церкви, что в институте церкви, актуализация этих проблем происходит, потому что наши молитвы это не просто болтология, там нет лишних слов. Да? Наши святые отцы, когда пишут молитвы, они квинтэссенцию вкладывают в нее, и поэтому каждое слово потом еще нуждается в объяснении. И вот мы прекрасно знаем, что человек – существо недостойное со времен Адама и Евы. Мы прекрасно знаем, что оно из себя представляет и на что способно, но мы закладываем в прошениях для каждого человека, это на греческом «иктинии», вот отец Дорофей это может объяснить, это то же самое, что наши пожелания, которые мы произносим, тоже держа в руках вот это. И перекличка здесь совершенно абсолютная. Вот точно так же, как этот сюжет перекликается, точно так же сюжетная линия, при которой вот эта воспитательная деятельность церкви, педагогическая деятельность церкви, поучающая, абсолютно перекликается с тем, что мы называем абхазским застольем. Может быть такого рода сохранение, сохранность, да? Отец Дорофей говорит, что вот в других народах это уже размыто или вообще исчезло. И сохраняется только совершенно вот это плотское пожелание физического здоровья, даже не чувств, которые, да, человек там испытывает, даже не эмоционально переживает, а вот именно просто здоровье, вот ты будь здоров. А может быть потому, это всего лишь мысль, может быть потому оно и сохраняется сегодня у нас здесь, что у нас какой-то период духовенства мы были лишены, и функции духовенства несли, естественно, те, кто возглавлял роды и общины, уважаемые почтенные люди, которые, соответственно, возглавляли застолье. Возглавлять застолье не приглашали человека недостойного. Такого в принципе не могло быть. Соответственно, вот эти функции продолжали нести люди достойные, и, соответственно, эта педагогическая деятельность даже с уходом института церкви, она в абхазском обществе не исчезла. Кроме того, вот эта вот перекличка культурных явлений, она и вообще в общественной жизни очень тесно, для теологов это вообще не является никакой проблемой, все это интерпретировать и поднять. Например, смена места жительства при совершении преступления. Да? У нас это практика, но она не прописана, естественно, как и многое другое. Это никто не записывал в наши законы, но тем не менее все прекрасно знали, что с Крайнего Востока
можно переместиться на крайний запад, с крайнего запада, соответственно, переместиться на крайний восток. Но если ни за восток, ни запад безопасность, тогда всегда был хребет, который можно было перейти. Да? И река Ингур, которая... Когда мы открываем Священное Писание, когда мы открываем Библию, мы прямо читаем о том, что Моисею Господь при основании государства говорит: создай несколько городов, 6 городов, по разные стороны реки. У нас это восток-запад, а у них разные стороны реки Иордан, в которые люди могли бы скрыться, если они совершили убийство, чтобы не подпасть под, это, как это называется, Месть. Да, под кровную месть, чтобы не подпасть под кровную месть. Еще один аспект, который вы затронули, правда вскользь, слава богу, это вот то, что сегодня... Почему, слава богу? Потому что об этом уже очень много сказано, вы тоже говорили, это касается того, что Пицунды, да? Вы знаете, по этому поводу, с точки зрения культуры, тоже есть определенная вот такая вот метафора, которая вот тоже присутствует в Священном Писании. Метафора, в смысле, с нашей точки зрения, если мы на нее посмотрим. Но почему у нас постоянно вот эти вот проблемы? Мы создаем плохой инвестиционный климат, нам говорят. Мы не можем создать хороший инвестиционный климат. Мы не можем предоставить какие-то определенные условия. Мы не вписываемся в те парадигмы, которые прописал цивилизованный мир, и постоянно его нарушаем. Вы вот совершенно точно ответили, почему мы его нарушаем. Отец Дорофей вот подчеркнул вот самую сермяжную самую истину. Землю дал Бог. Землю дал Всевышний. Мы не пришли силой оружия, ее не захватили. Мы просто так, знаете, там из пещеры не вышли и не создали здесь цивилизацию, то есть как-то естественным образом. Да? Существует вот это понятие дара и связанной с ней ответственности. Я вам хочу напомнить, что не только у нашего народа есть такого рода, да, и помимо фольклора есть народы, которые это все записывали. То есть нас сразу отсылают к ацтекам, к майя, в Южную Америку. Не надо так далеко ходить. Откроем Священное Писание. У нас есть такое понятие, как юбилей. Сегодня мы все его празднуем, да, вот как мы снимаем или в Ирцаху, или еще где-то хороший ресторан, солидный, да, мы должны отпраздновать юбилей. А что такое юбилей? Юбилей исходит, это еврейское слово, оно исходит из их концепции восприятия, как вы говорили, Олег Несторович, своеобразного восприятия пространства и времени человеком. У них есть определение, что 6 дней или 6 каких-то отрезков или периодов ты должен заниматься личной деятельностью для себя, чтобы прокормить, чтобы созидать и так далее. А вот 7-й, сакральный, принадлежит только Творцу. И в этот 7-й у тебя должен быть покой. Отсюда слово суббота, шаббат, покой. Он и был выходным днем. И у них есть понятие 7 лет. То есть 6 лет ты работаешь, 7-й год ты не можешь пахать. Что вырастет, то вырастет. Значит, в 6-й год ты должен сделать запас на 1 год вперед. Земля под паром находится, отдыхает, да, земля. Совершенно верно. И вот, а 7 по 7 что дает? 49. И вот у них есть определение юбилея. 49 лет – это такой цикл, то есть 50 лет точнее, это такой цикл определенный. Бог дал евреям землю. Земля не может навечно быть кому-то продана. Если вдруг земля продана, то в юбилейный год, когда священники в 50-й год дуют в трубы, шофары, и на Северном Кавказе у черкесов сохранились эти, у адыгов, да, длинные трубы, и у нас они тоже были. Вот когда священники в них трубят, каждая земля возвращается в той род, откуда она была продана. Она не может навечно быть отчуждаема. Это записано в Библии. Это Господь говорит Моисею. Почему у нас
Вы же знаете, какой народ у нас развивал юриспруденцию, да? Почему у нас 49 лет прописано в так называемой аренде? Потому что то, что Моисей дал еврейскому народу, это аренда. Земля принадлежит коленам. Коленам она была роздана в самом начале. У нас ведь тоже определенные рода проживают веками на определенной территории. Человек не может продать эту землю навсегда. Отсюда, говорит Моисей, и цена этой земли. Если время близко к юбилею, дешевле ее продавай. А если далеко, то дороже, потому что дольше будешь этим пользоваться. То же самое касается и рабства. Еврей, избранник Божий, он не может быть продан рабом быть навсегда. Если он из-за отсутствия денег вынужден продать себя или свою семью, то в юбилейный год, когда заотрубят священники в трубы, он становится свободным, и он может покинуть своего хозяина. Это к тому, о чем вы говорили, что в нашем этносе, в нашей культуре стремление к свободе, оно ведь носит не просто тот характер, что человек, вот он от всех оков хочет быть избавлен. От всех забот. Да, от всех забот, и все, просто он не хочет нести. Вы меня простите, но махаджирство показало, что когда мы оказываемся вне нашей Родины, да, то мы, чувство ответственности у нас как никогда становится острым и актуализируется. Да. Совершенно верно. И поэтому обвинять нас в том, что, как Чехов говорил, что мы, извините, не семеним быстренько по дорожке, у нас нет предприимчивой походки. Вот чего он не увидел. Потому что в среде своего сословия, вы сами знаете какого, там, где он жил, там были эти походки, они должны были себе, они быстро, разночинцы в городах, вот чего он не увидел в городах Абхазии, даже в том же Новом Афоне, он увидел походку, этот человек вообще никуда не спешит, совершенно. Мне кажется, что все вот эти отдельные составляющие, они о чем говорят? Они говорят, что прежде всего культура не может быть изолирована и только нашей, что человек отображает, а отображая, человек показывает свое родство с другими цивилизациями, показывает преемственность хронологическую. И третье, что хотелось бы подчеркнуть, это вот по поводу того, что сегодня есть проблема с точки зрения культуры. Мне кажется, эта проблема действительно есть, но с чем она связана? Сейчас мы с вами, к сожалению или к счастью, застали процесс рецепции. Слишком много свалилось на головы наших жителей. Одна даже проблема, о которой очень часто говорили, это проблема урбанизации. Да, когда человек живет в деревне, это одно. Почему отец Дорофей очень легко определить, что здесь живет абхазец, а здесь нет? Потому что это его двор. Он несет ответственность за свое. Ну хорошо, построили вот эти человейники. Да. Непонятно, лестница кому принадлежит? Двор, коммунизм нам говорил общее. Да, это проблема. Общее для абхазцев, это значит ничье. Понимаете? Вот в чем заключается вот эта проблема. И как только мы пройдем процесс рецепции, мы встанем на ноги, эта проблема естественным образом, мне кажется, отойдет. Спасибо. Безусловно, конечно, Олег Несторович Даур, за одну-две беседы наши обсудить все вопросы невозможно. Но, на мой взгляд, за сегодняшним нашим обсуждением прозвучали очень интересные идеи, очень интересные сравнения, которые позволят не только нам, но и слушающим нас, нашим согражданам, призадуматься. Здесь было сказано много, над чем можно призадуматься. Единственное, что, на мой взгляд, нам не хватает, вот с точки зрения формы, у нас очень много интересных вещей в абхазской культуре. Но вот эта форма, если она потеряла содержание, она пользу никакую не приносит. Завершу таким простым примером. Когда мои сокурсники из Московской духовной академии, мы были у меня в селе, мы сидели за трапезой,
Они все это внимательно слушали, просили меня, чтобы я все переводил. И в конце этого застолья один из них сказал такую фразу: более религиозного народа, чем вы, я никогда не встречал. Единственная поправку, которую я внес, это касалось, что да, словами да, тостами да, речами да, но, к сожалению, то, что ранее было помимо слов содержательная часть, да, потеряна, а вдвойне свидетельством тому, что это потеряно, когда мы в течение одного и того же дня можем провести застолье с тем же порядком тостов, с тем же набором слов и с таким же эмоциональным восприятием, что показывает, что это стало некая немножко формальность. Поэтому вот наша задача, на мой взгляд, наша задача заинтересовать наших слушателей к тому, что не только нужно одеяние одевать абхазское, и оно показывает то, что ты абхазец. Сегодня молодежи нравится это, да? Различные абхазские одежды, стилизации и так далее. Но требования вот этой одежды, требования этикета, требования культуры, а это требования. Вы совершенно правильно сказали. Это требование, это не просто какое-то пожелание или выбор у тебя. Это требование. Если ты, Коль, хочешь быть человеком и соблюдать абсурд. И следующая у нас встреча состоится через несколько недель, где я тоже представлю сообщение, которое... Вы будете? Да, я буду представлять сообщение, которое как раз тоже будет иметь отношение к уникальности абхазской культуры. Спасибо всем, кто принял сегодня участие. Через неделю во вторник в 2 часа. Да, хорошо.